1 сентября в России все ученики с 1 по 4 классы будут обеспечены горячим питанием. Соответствующую задачу ставил президент России Владимир Путин. Республика Башкортостан, в свою очередь, уже подтвердила готовность к выполнению этой цели. Обсудим это вместе с председателем Госкомитета Башкортостана по торговле Алексеем Гусевым. Алексей Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Итак, каким образом обеспечена готовность? Какая работа проводилась? Да, действительно, довольно-таки большая работа была проведена. Для этого в марте месяце нами была сформирована межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли представители Госкомитета Республики Башкортостан по торговле, представители Министерства образования Республики и также представители Роспотребнадзора по Республике Башкортостан. Для этого были проведены обследования и аудит технического состояния пищеблоков школ. У нас на сегодня пищеблоков в республике 1934. Были выявлены нарушения. По результатам была составлена дорожная карта, которая была утверждена главой Республики Башкортостан Ради Фаридовичем Хабировым по устранению выявленных нарушений. Это касалось в том числе и проведения капитальных и текущих ремонтов, наличия необходимого материально-технического оборудования, столового оборудования и инвентаря. Все эти работы были выполнены, и республика подтвердила успешно готовность своих школ к участию в программе по обеспечению детей с 1 по 4 класс бесплатным горячим питанием. Какие нарушения были выявлены? В основном это как раз необходимость проведения текущих ремонтов, это недостаточность инвентаря, слабая материально-техническая база пищеблоков. Вот над этим как раз нам пришлось активно поработать. Но помимо этого работа еще заключалась в том числе и в методике. У нас, как вы знаете, в том году был разработан на территории республики единый стандарт по организации питания, который в себя включает несколько пунктов. Первое – это, конечно же, единое меню. На сегодня у нас стоимость питания увеличилась. Если в том году единое республиканское меню у нас рассчитывалось из-за стоимости 45 рублей на ребенка, то сегодня детки с 1 по 4 класс у нас будут питаться из расчета стоимости 55 рублей на одного учащегося. Соответственно, были изменены республиканское меню. Их было составлено 3, они отправлены сегодня в муниципалитеты, для того, чтобы они уже совместно с родительской общественностью приняли решение, по какому меню будет питаться дети именно в этих муниципалитетах. Также были изменены стандарты, касаемые способов организации закупки. К сожалению, в том году мы часто видели, что основным способом определения поставщика являлся аукцион. Это процедура, при которой единственным критерием при отборе поставщика является цена. На сегодня совместно с Госкомитетом Республики по конкурентной политике мы разработали единые стандарты проведения закупок. Это на сегодня конкурс с ограниченным участием, который включает не только ценовой параметр, но и в том числе материальную и техническую возможность оператора питания. Также образцы этих контрактов будут направлены во все муниципалитеты. Ну и третье, о чем мы задумались, этот вопрос был поднят в этом году в феврале на очередном форуме по образованию «Взлетай», это, конечно же, питание детей с различными пищевыми аллергиями. Вот это очень интересно. Расскажите поподробнее, пожалуйста. Задача была такая, чтобы мы обеспечили 100% охват питанием с 1 по 4 класс. Мы прекрасно понимаем, что на сегодня есть дети, которые имеют, к сожалению, различные пищевые аллергии. Это в том числе и сахарный диабет, и фенилкетонурия, и непереносимость к отдельным продуктам рациона. Для этого Госкомитетом совместно с Министерством здравоохранения Республики были разработаны типовые меню как раз именно для данной категории детей. Они направлены сегодня в муниципалитеты для применения непосредственно в процессе организации питания, чтобы именно все дети у нас, в том числе и которые страдают различными пищевыми аллергиями, имели возможность правильно, качественно питаться в школах. Насколько мне известно, также сделан акцент на то, чтобы сотрудничать именно с республиканскими производителями. Почему теперь такое мнение? Здесь есть несколько моментов. Первый – это вопрос качества, вопрос проверки и контроля качества. Мы данным вопросом с коллегами, в том числе из Роспотребнадзора и из Центра ветеринарии, начали заниматься еще в том году. Да, были выявлены случаи, когда на рынке социального питания присутствовали поставщики, которые не совсем, скажем так, качественный товар предоставляли. Ну и, кстати, это вызывало критику со стороны главы Башкортостана Радия Хабирова. Он регулярно отчитывал. Все верно. И вот как раз совместная работа нескольких ведомств позволила нам увеличить представленность. Почему именно республиканская? Потому что если мы можем проследить весь путь сырья от, скажем так, поля непосредственно до школьной столовой, то мы сможем четко определить и на всех этапах провести замеры по контролю качества. И
те результаты, которые на сегодня есть, они показывают, что эта работа нами, она не ушла впустую. Потому что если, к примеру, в 2019 году процент представленности мяса в школьных столовых был порядка 7, по данным Центра ветеринарии, то на сегодня эта цифра составляет уже 77%. И мы, конечно же, будем продолжать работу и дальше. Здесь, конечно же, нам очень активно помогает Министерство сельского хозяйства Республики. У нас совместно запущен пилотный проект по созданию сельхозпотребительских кооперативов именно в школьном питании. До этого не было. В чем суть этого процесса? То, что у нас в процессе организации питания участвует несколько, скажем так, структур. Конечно же, это оператор питания, это непосредственно услуга, это услуга по приготовлению пищи. Второе, это, конечно же, поставщик с точки зрения предоставления складских, транспортных, комплектовочных услуг, это переработчик сырья и, конечно же, сам производитель. Так вот, сельхозпотребительский кооператив позволяет объединить все 4 структуры в единое целое, что позволяет, во-первых, улучшить качество самого сырья, во-вторых, снизить себестоимость, потому что у оператора питания есть четкое понимание, сколько того или иного товара нужно. И уже поставщики и переработчики, получив четкий заказ на объем и на качество и количество, они уже могут прогнозировать свои затраты и тем самым снижать себестоимость. На сегодня в школьном питании уже существует 9 сельхозпотребительских кооперативов, плюс эти кооперативы имеют право по программе Министерства сельского хозяйства на поддержку, в том числе и финансовую. Это единовременные гранты от 3 до 70 миллионов в зависимости от уровня этого потребительского кооператива, и в том числе на компенсацию части затрат. И все это, конечно же, повлияло на то, что у нас увеличился процент присутствия по всей товарной матрице выпусканских товаров. Если в том году, по данным муниципалитетов, эта цифра была порядка 57%, то на сегодня мы ее увеличили до 65%. И, конечно же, эта работа впоследствии будет продолжена. И есть еще один немаловажный момент, это то, что мы добились того, что нам разрешили заключать 3-летние контракты. То есть тем самым бизнес может на более длительный период планировать свою работу, и тем самым он уже начинает больше вкладываться. То есть данная сфера, она стала еще и инвестиционно привлекательной. Потому что мы смотрим, что многие операторы питания стали строить свои цеха, свои линии по фасовке, переработке. То есть не просто закупать товар и его перепродавать, а соответственно уже непосредственно включаться в процесс производства, что тоже, конечно же, уменьшает себестоимость уже конечного сырья, непосредственно конечной продукции на тарелке школьника. Алексей Николаевич, с 1 сентября будет и новое школьное меню. Вы уже отметили, что разработаны были 3 варианта. Главная задача – это чтобы оно было сбалансированное, полезное, но также там есть и, точнее, увеличен ассортимент национальных башкирских блюд. Почему вот здесь такое тоже было принято решение? Ну, мы же понимаем, что мы должны приучать, скажем так, продуктовый патриотизм у детей с детства. И естественно, что многие национальные блюда, которые есть, во-первых, они проходят по санитарным нормам правилам, потому что составление меню – это довольно-таки такой сложный, кропотливый процесс. Потому что есть определенные кулинарные справочники, которые определяют те блюда, те наименования, то количество, те наименования продукции, которые можно использовать, те способы термической обработки, которые разрешены. И мы нашли как раз возможность внести в меню как раз вот некий национальный колорит. То есть это будет кулама, насколько мне известно, да? Еще какие блюда будут? Другие наименования есть в меню, там можно посмотреть все это. Меню уже размещено у нас на сайте. Хорошо, Алексей Николаевич. 1 сентября также будет день без алкоголя, запрещена будет продажа алкогольной продукции. Почему принято такое решение? Мы понимаем, для того, чтобы трезвым был этот праздник, да? Какой ожидаете эффект? Эффект в каком плане? В экономическом или социальном? И то, и другое, Алексей Николаевич. Да, действительно, у нас по закону республики есть дни, в которых ограничена продажа спиртного. Это День молодежи, День знаний, праздники Сабантуй и ограничения на новогодние каникулы. Экономический эффект, я не думаю, что будет какие-то сильные, скажем так, не думаю, что это сильно повлияет именно на бизнес, потому что все-таки это несколько дней в году. А вот социальный эффект, я думаю, должен быть хорошим, потому что все-таки нужно, мне кажется, гражданам периодически напоминать, что есть дни, когда нужно отказаться от этого. И опять же, это праздник для детей, и мы здесь должны своим примером показывать только позитивные моменты. Молочные кухни, мы понимаем, что здесь очень хорошие результаты. Вот на ближайшие годы какие планы стоят?
Во-первых, у нас план это к концу сентября открыть новое производство в селе Верхние Киги. Это уже будет 7-е по счету производства. Во-вторых, мы, конечно же, дальше планируем развивать сеть своих собственных пунктов раздачи, потому что на сегодня мы в этом плане активно сотрудничаем с компанией Башфармация. У нас порядка 30 собственных пунктов и порядка 60 совместно с Башфармацией. Но мы понимаем, что нужно развивать именно свою собственную сетку, потому что своя собственная сеть, она позволяет не только раздавать бесплатно тем льготным категориям детей, которые имеют право на получение данной продукции, но и в том числе реализовывать непосредственно уже родительские средства, потому что запрос на сегодня такой есть. Более того, мы сейчас активно работаем с республиканскими и федеральными сетями. У нас уже заключено несколько договоров, порядка 10 сетей, это именно республиканских сетей, которые уже используют нашу продукцию. Есть в том числе и федеральные сети, которые высказали заинтересованность в наличии нашего товара на их полках. Мы как раз сейчас проходим необходимую процедуру аудита для того, чтобы как раз заключить контракты на поставку. Я думаю, что в ближайшем будущем мы эту работу будем проводить, развивать, потому что действительно запрос от родителей на продукцию есть. Граждане, люди, проживающие, прекрасно понимают, что данная продукция, она действительно вкусная, полезная. В ней не используется никаких консервантов, только это молоко и закваска, причем молоко именно республиканского производства. Спрос есть, и я думаю, что мы постараемся под этот спрос сформировать непосредственно предложение. Но сегодняшнее интервью у нас в основном про школьников и вот детей младшего возраста. Скоро начало учебного года. Какие вот вы лично могли бы дать пожелания ученикам, если коротко? Хорошо учиться. Все, спасибо большое, Алексей Николаевич. Это был председатель Госкомитета по Башкортостану по торговле Алексей Гусев, и мы говорили об изменениях, которые произойдут в новом учебном году.